Друзья, вы вновь на канале «Сказы сибирского шамана». Я продолжаю свой рассказ о героическом богатырском эпосе якутского народа Уранхай-Саха, Олонхо, Нюргун, Буутур, Стремительный. В этом видео я хочу вам преподнести образ древа сакрального Аар-Луп или Аар-Лун. Я встречал такой вариант озвучивания этого древа. Это древо сакральное, таинственное, это древо родовое, это древо, которое соединяло три мира, в общем-то говоря. Верхний мир, средний мир и нижний мир. Хотя Олонхо вот в этом варианте, который здесь, это в переводе на русском языке, здесь описывается древо Аар-Луп таким, что оно не касается нижнего неба не касается и не касается вот подземного мира. Почему? Здесь я вам сейчас преподнесу. Так, а вот смотрите, как интересно. Заставка. То есть Олон-Хасуд, сказитель, начальную песню свою поет. Рот разомкну, всколыхну тишину, раскрою уста, рассказ начну. Стану песни вам старым ладом слагать. Вспомню о славном богатыре, посланном в средний мир, от нечисти охранять доверчивых, добросердечных людей, племени Ай-Ы-Ай-Мага. Вот описание древа интересное. То есть вот божества приготовили, ну, можно сказать, страну в среднем мире. Это была земля, так сказать, которая предназначалась для, во-первых, Нюргуна, богатыря и его младшей сестры, и для вот родов народа Уранхай-Саха. И вот что происходило. Эта земля, здесь идет описание земли, вот эта долина Кладыкы, праматерь земля его называли. Эта земля, она была очень богата разными дарами. Вот, и духом злым нижних небес и духом злым подземных миров эта долина понравилась. Они там свои игры устраивали, свои танцы затевали. И поэтому эта долина покрылась, ну, трещинами. Как бы. Вот. И эти духи, естественно, препятствовали жизни людей, которые были посланы туда. И вот богатыри сражались с этими духами, но многие из них полегли в этой земле. И тогда собираются старейшины и начинают роптать. Этот сюжет я перенесу в следующее видео. А сейчас конкретно вот о древе Аар-Луп. Вот. На груди праматери Кладыки, то есть вот той вот прародины, праземли, той чудесной долины, в долине ее золотой, на широком ее хребте, на лоне блистающем белизной, вырос некогда сам собой, спучился из-под земли глинистый высокий курган. На округлой вершине его поднялись еще 3 холма. За 9 суток пути вершина его отовсюду видна. За 8 дней пути седловина его видна. На вершине кургана того, между 3 холмами его, посреди седловины крутой, по велению неба в начале времен, раскинув пышные 8 ветвей, выросло древо Аар-Луп. Вот то родовое священное древо, ну, надо его понимать в более широком плане. Это древо сакральное, мистическое, связующее миры, связующее жителей земли с его предками, божествами и духами. Так высоко оно поднялось, так широко разрослось, могучие ветви его, что осенили землю они, заслонили
солнце они. У прекрасного древа того тонкие ветки из серебра звонко поют на ветру, на могучем его стволе темная золотая кора. Круглый год оно зеленеет, цветет, как огромные кубки для кумыса, как большие чароны с резной каймой, золотые орехи зреют на нем, срываются с высоких ветвей, разбиваются у корней. От удара падения своего раскалываются они, проливая созревшую в них желтую благодать. Вот в комментариях вот к этому варианту Лонху пишут переводчики, что это божественная пища, то есть масло, сливочное масло. Но я думаю, надо понимать это более широко. Желтая благодать – это вот такой иноматериальный мистический символ. Символ какой-то небесной вот субстанции из другого мира. Это, ну и символ благодати, это же благодать, она сходит от божеств. Широкие листья его, словно конские чепраки из шкур молодых кобылиц, широко под ветром шумят. Если ветра нет, все равно они, как живые, колышутся, шелестят. В древе том обитает хозяйка земли, дух великий деревьев и трав, Аан Аллахчин, Манган Манхалаин, дочь Юрюнг Аар Тайона, владыки небес, посланная жить на земле, одарить щедротами средний мир, украсить, обогатить долину жизни грядущих людей, деревом матерью быть, племенам Уранхай Саха. То есть, видите, в этом древе живет богиня земли Аан Аллахчин, дочь великого белого отца Юрюнг Аар Тайона, послана на землю помогать людям и питать их божественной благодатью. Шелестело древо густой листвой, будто говорило само с собой: если бы вольно я в высоту росло, я до неба. До неба дорасти бы могло, поднялись бы верхние ветви мои, выше стремительных белых небес. 8 моих могучих ветвей раскинулись бы в высоте, как 8 густых лесных островов над становьем, где грозный живет Улуу Сурун Тайон. Это предводитель злых духов с нижних небес. Там несметное племя его, свирепые верхние абаасы, то есть злые духи абаасы, чьи завистливые огненные глаза, чьи железные клювы остры, отведали бы моих плодов, взялись бы хвалить, клевать, золотые орехи мои стали бы пожирать, желтую благодать мою стали бы жадно пить, белую благодать мою. Белая благодать – это благодать, которая сходит с белых небес, где обитает Юрюнг Аар Тайон. Привязался б ко мне их лютый дух, прилипла б ко мне их лютая страсть, выпила бы соки мои, и высокие ветви мои сохнуть начали бы тогда, рухнул бы могучий мой ствол, пошатнулось бы счастье средней земли. Если бы 88 моих могучих толстых корней прямо вниз росли, в глубину земли, то проникли бы корни мои в страшный подземный мир. Через его дождливую пасть высунулись бы корни мои. В середине Алласа Алыпен Аннихсахат Ниахсаат, где владыки Нижнего мира живет, родившийся в облезлой дахе исполин Арсан Дуалай, несметное племя его, чьи медные клювы остры, припали бы к белым моим корням, стали бы корни мои сосать, высосали бы сок из меня, высохли бы корни мои, и без опоры в земле рухнула бы я с высоты грузным своим стволом, беззащитным остался бы средний мир, перестало бы к людям сходить благодатная Ай и Сыт. То есть, видите, вот это древо, это некий
такой мистический сакральный символ присутствия небесных сил здесь, на земле. И проявление этих божественных небесных сил, верхних небес на земле. Некому было бы разводить тучный молочный скот, запустили бы стойбища мирных людей, опустили бы их дома, и пришел бы жизни конец. Вот поэтому говорят, великое древо Аар-Лууп, широко раскинув ветви свои, не проникает верхушками их за край ненасытных небес. То есть вот ненасытные небеса, нижние небеса, небеса, где обитали злые по отношению к человеку духи, которые вмешивались в их жизнь так же, как злые духи подземных миров. А простирает зеленую сень над простором средней земли. 88 его толстых столбов корней не прорастает в нижний мир, а распластывается в толще земли. До далекого острова Сихта они тянутся под землей. Густые ветви его куполом высятся над землей. На 70 дней пути изгибаются плавно вниз, достигая моря с одной стороны, а с другой до Татты реки. Но вот в Волонхо часто бывает так, что вот реальные земные географические объекты, там река, море, озеро, еще что-то, земля какая-то, они соединяются с мистическими образами, сакральными образами из другого мира. В данном случае Татта-река – это реальная река. Пышно красуется и цветет исполинское древо мать. Счастье белое падает на него с трехъярусных белых небес. То есть вот эта благодать высоких небес, белых небес, благодать верховного божества, она сходит на макушку этого дерева и распространяется по стволу, по ветвям, можно сказать, передается окружающему миру вот этой долины. Это и символ мистический, сакральный, это и образ такой, и в то же время это очень глубокий такой вот, глубокая тайна, глубокий символ, как образ, как божественный мир присутствует в нашем земном мире. Пышно красуется и цветет исполинское древо мать. Счастье белое падает на него с трехъярусных белых небес. Тяжелые золотые плоды, как чароны огромные для кумыса, срываются с отягченных ветвей, раскалываются пополам, ударяясь о корни свои, а могучие корни, взрастившие их, впитывают все соки земли. Верхняя древочасть орошает долину млечной росой. Нижняя древочасть источает щедро вокруг себя божественную желтую влагу свою. И млечная роса, и божественная желтая влага – это символ благодати и проявления благодати небесного мира, благодати великого Белого Отца, Великой Белой Матери на земле. Вот через это древо. Без благодати не может жить ни одна живая душа, поэтому древо дает жизнь, несет жизнь. И если это древо вдруг исчезнет, не будет проявляться божественный мир в земном мире, то и человек не сможет жить. И ничего живое не сможет жить. Вот какой прекрасной была долина Каладыкы. Широкие луговины ее по 300 верст длиной, зеленые поймы ее по 200 верст шириной. Но не мог там себе построить жилья немощный рождающийся человек, ходящий на двух ногах. Только и реял там воющий дух Илбис, то есть вот этой богини, дева войны, богини войны. Только тлел там красным огнем волшебный камень Сата.
Ну вот, что такое волшебный камень, это надо размышлять. Как пишут вот в комментариях к этой книге, ну, считать, что это безаровый камень, который находили в желудке животных, и по поверьям народа Уранхай-Саха, этот камень вызывал ветер, бурю, дождь. Ну, я думаю, здесь как раз тоже это что-то такое глубокое, сакральное, мистическое. Обступали долину горы вокруг. Огромные скалы, словно бойцы, воплями оглашали даль, колотушками боевыми, чомпо, по макушкам друг друга тузя, обвалы обрушивались крутизны. Ну, видите, тут и есть некая литературная такая гипербола, да, о которой я говорил, то есть некое преувеличение литературное, чтобы передать особенность вот этой, ну, прародины, про материнской земли. Вот. Но это в этих символах как раз и передается, в этом образе и как раз передается суть этой земли. То есть земля, которую божества, Великий Белый Отец, Великая Белая Мать приготовили для своего народа. Но на этой земле злые духи, так сказать, совершали свои игры, игрища, танцы. Им понравилась эта земля. Вот. Но это вызвало проблему для людей, ее населяющих. То есть я вам говорил о первых людях, которые вот, спустились с небес, с небесного мира в эту долину, у которых родились дети. Вот от них народилось 4 рода племени Уранхай-Саха. И им приходилось воевать с этими злыми духами. С подземного мира и с нижних небес, ненасытных, как они называются, в Олонхо. Вот. И многие богатыри полегли в эту землю. И тогда старейшины собираются и начинают роптать. Вот. Но что из этого получилось и как развивались события дальше, я вам расскажу в следующем видео. Следите за новостями, подписывайтесь на мой канал, не забудьте оценить это видео. Если возникнут вопросы, задавайте их, я с радостью отвечу на те вопросы, на которые смогу ответить. Тема очень интересная, пусть вас не смущает, что я вот беру эпос народа Саха, дойду когда-нибудь до славянского богатырского эпоса. И вообще там разные предания я буду брать. И эпические сказания разных народов. У меня подход к этому несколько иной. То есть я смотрю на это с точки зрения проматеринской цивилизации Гипербореи. Ну, Гипербореи, Атлантиды, которая вмещала все последующие цивилизации. Поэтому в любом случае здесь есть вот те как бы, ну, протознания, которые могут открыть настоящую картину бытия, настоящую историю Земли и показать другие миры. Это чрезвычайно интересная, глубокая книга. Удивительный вообще эпос Олонхо. Он очень непростой на самом деле для понимания, для восприятия. Очень объемная, можно сказать, книга. Чтобы ее понять, надо ее прочесть не один раз. И потом уже можно, ну, как бы вот эту общую картину понять. Древние сказители могли петь Олонхо по несколько дней подряд, и люди слушали их. Мы, конечно, живем в современном мире, у нас это невозможно, никто не сможет и петь столько, и слушать столько. Главное, что эпос сохраняет знания, глубокие знания, как бы, можно сказать, которые являются основой вообще человека, жизни человека.
знания о Вселенной, знания о других мирах, знания об изначальной Земле, знания о том, как появился человек, как он рождался. То есть видите, эпос о чем говорит. Что люди, так сказать, не от обезьяны произошли, а люди сошли с небес, и первопредками людей, вот в данном случае народа Уранхай-Саха, но это во многих народах есть такие эпические предсказания об этом, что люди рождались от божеств. Конкретно, видите, первопредки божества. Их послал Верховный Отец, послал на землю, снабдил всем необходимым, приготовил для них долину, которая была очень богата. Это очень интересно. В следующем видео я расскажу о том, вот чем закончился этот ропот. Там интересный момент в том, что к ним сходит богиня Ей-Эксид и богиня Анна Лахчин. Они появляются вот, можно сказать, в человеческом образе. И начинается молитва к великому белому отцу. Вот очень интересно образ этой молитвы, как этот голос богини достигает небесного мира и какой отклик он вызывает. И очень скоро мы дойдем до момента, когда богатырь Ниргун, который находится в подземном мире и набирается сил во сне, ну, в особенном сне, в котором он был погружен заклинанием своей младшей сестры, шаманки, он будет призван начать свои подвиги. Вот об этом дальше будет. Благодарю вас за внимание. До встречи, друзья. Жду вас на своем канале.